Обращение представителей аварского и лезгинского народов. Ко всем людям доброй воли. Уважаемые господа, лезгины, авары и цахуры, компактно проживающие на своей исторической родине в Билоконском, Закатальском, Кахском, Шикинском, Кабалинском, Кусарском, Кубинском, Хачмазском районах Азербайджанской республики, заявляют о нависшей над нами опасности физического уничтожения и насильственной депортации. В 1918 году, на турецких штыках впервые в истории была создана Азербайджанская республика, в границы которой была насильственно включена часть нашей Родины. Выступления и протесты не желающих оказаться в тюркском государстве коренных лезгин, авар и цахуров были жестоко подавлены и утоплены в крови. Это была оккупация. Советская власть, пришедшая в Азербайджан в 1920 году, не пожелала вникнуть в наши проблемы и удовлетворить чаяния и надежды наших народов, и оставила нашу родину в составе Азербайджанской ССР. 70 лет советской власти стали для наших народов настоящим кошмаром. Нам запрещали читать и писать на наших языках, были закрыты школы и медресе, мы стали единственными в СССР народами, которых вынуждали платить за обучение в старших классах средних школ, училищах и высших учебных заведениях. Из школьных учебников были выброшены страницы, в которых упоминались наша культура и история. Наконец, нас просто вычеркнули из демографической статистики Азербайджана. Нас просто не стало, хотя в реальности общее количество лезгин, авар и цахуров в Азербайджанской ССР превышает 1 миллион человек. В 1991 году Азербайджан вышел из состава СССР. При этом были грубо нарушены международное право и законодательство СССР. Лезгины и авары, равно как и цахуры, составляли подавляющее большинство населения на нашей исторической родине. Понимая это, а также осознавая, что коренные народы активно были против того, чтобы вновь оказаться в составе чужого государства. Азербайджан при провозглашении государственной независимости отказался от учета мнения населения, референдума. Выступления нашей интеллигенции, протестующей против государственного произвола, были жестоко подавлены. Многочисленные аресты, убийства признанных народом лидеров, лишение людей социальных благ, вытеснение их за пределы республики, Азербайджан применял все методы государственного терроризма против наших народов. Таким образом, мы констатируем, в течение 20 века Азербайджан дважды оккупировал нашу родину и узурпировал власть в ней. Недовольствуясь этим, Азербайджан задался целью полностью выжить лезгин, авар